Леса республики закрыты для любителей пикников. 30 апреля в Коми введен противопожарный режим. Ежедневно зеленые массивы патрулируют специальные группы. В их составе полицейские, сотрудники администрации, лесники и добровольцы. Первые рейды уже принесли результат. Только в Сыктывкаре специалисты в зеленых зонах потушили 3 небольших возгорания. Какие штрафы придется заплатить нарушителям и кому все же можно разводить костер в лесу, расскажет Наталья Юрина. Реки юга Коми очистились ото льда. Уровень воды идет на спад. Угроза со стороны водной стихии миновала. Главное теперь уберечь от огня леса. Основные виновники пожаров – люди. Из-за неосторожности, халатности и несоблюдения правил пожарной безопасности и возникают пожары в зеленых зонах. Для того, чтобы ЧП предотвратить, по поручению главы республики Владимира Уйба введен особый противопожарный режим. Я поставил задачу в оперативном порядке принять меры по введению ограничений пребывания наших граждан республики в лесах на майские праздничные нерабочие дни и также организовать патрулирование и выставление постов в местах въезда и заезда и выезда из леса. Леса под усиленной охраной. В каждом районе созданы специальные группы. Ответственные ежедневно патрулируют территории. Лесники совершают обход несколько раз за день. Небольшие возгорания ликвидируют мгновенно. Мы усилили свою работу, и в эти дни были выявлены ряд очагов, были выявлены люди, которые, допустим, жгли какие-то горбыль. Допустим, туда была вызвана эта группа, с ними провели беседу, пожарная охрана провела тушение. Несмотря на ненастную погоду, в начале мая синоптики прогнозируют потепление. Вместе с градусами на шкале термометра возрастает и класс пожароопасности в республике. Ожидается повышение показателей горимости лесов до 3-4 класса, а в отдельные периоды в южных районах возможно чрезвычайно высокая 5 класс. Июнь. Осадки, температура в пределах нормы. Ожидается 3-4 класс, в отдельные периоды 5 класс. Большое пламя разгорается с искры. Именно поэтому в центре внимания инспектирующих участки сухостоя. Ежедневно сотрудники пожарного надзора проводят рейды в садоводческих товариществах. С дачниками беседуют, напоминают о правилах, которые необходимо соблюдать. Открытый огонь на участке не разводить. Готовить шашлыки необходимо на мангале, расположенном от дома на расстоянии не менее 5 метров. 1 января 2021 года введены новые правила противопожарного режима. Данным правилам конкретно установлены требования, обязанность всех, в том числе и к населенным пунктам, и правообладателям земельных участков, и садоводческим товариществам, что каждый правообладатель в обязательном порядке должен проводить уборку, чистку своего участка. Несмотря на повышенное внимание к палу травы, статистика по поджогу сухостоя продолжает расти. 2 недели назад было 7, в конце этой уже 18. На территории республики уже у нас зафиксирован 1 лесной пожар на общей площади 0,96 гектар. В Усть-Вымском муниципальном районе ликвидирован. Вместе с тем пожарно-спасательные подразделения осуществляли выезд на тушение палов сухой растительности с 3 мая в Сысольский, 4 в Усть-Вымском и Ижемских муниципальных районах. Общая площадь составила 3700 метров квадратных. В Минприроды к пожарному сезону начали готовиться заранее. Сформировали списки проверяющих, количество патрулей увеличили вдвое. Привели в порядок технику. Мониторить леса будут как на земле, так и в воздухе. Пока кратность у нас при низкой горимости определена и низком классе пожарной опасности определена 1 раз в сутки. Но есть резервы добавить. И при повышении класса пожарной опасности выше 4 и 5 летать будем уже 2- и 3-кратно. Начало пожароопасного сезона в ряде районов Коми совпало с охотничьим. Любителям дичи разводить костры разрешается. При себе охотник должен иметь документы. Разжигать огонь можно в специально отведенных местах, соблюдая правила безопасности. Для того, чтобы данные правила были соблюдены, до охотников через наши участки и в районах были доведены
непосредственно меры превентивного характера в виде бюллетеней, которые четко описывают необходимость и поведенческие их требования именно в лесу в период охоты. То есть у каждого охотника есть на руках бюллетень, который регламентирует порядок его действий. Для отдыхающих на разведение костров в лесах установлен запрет. В случае нарушения этого правила виновники заплатят штраф от 500 рублей. Сохранить лес и не допустить разгула огненной стихии может каждый житель республики. Свидетелей пала травы и незаконного розжига костра специалисты просят не оставаться в стороне и сообщать обо всех подобных фактах на телефон горячей линии 112.